посещение духа. Начну с того, что мои родители в начале 2011-го купили 2 дома, которые стоят на одном участке. Большой дом зимний, а маленький летний. Так вот, маленький домик достался мне. По некоторым обстоятельствам в этот маленький домик переехали моя тетя с дочкой. Где-то в начале июля приехала я из города. Сама студентка, сдав экзамены, счастливая, приехала в родную деревню. Жить я стала вместе с тетей и ее дочкой в этом маленьком домике, благо мест было достаточно для нас 3. В один летний день я пошла к подруге за фильмами, чтобы посмотреть перед сном. Пришла домой ближе к 12. Зашла в террасу, покурила и закрыла дверь на засов. Войдя в дом, попив водички, я, уставшая, плюхнулась на кровать. Немного полазив в интернете, решила спать. Тетка с дочкой уже давно мирно спали, только телевизор тихо гудел. Как только я начала засыпать, услышала, как захлопнулась дверь террасы. Я испугалась, ведь я же закрывала точно эту дверь. Странно, что даже наша собака не лаяла. Потом открылась со скрипом дверь дома, и кто-то вошел. Страх полностью сковал мое тело. Этот кто-то тяжелыми шагами, сопя, надвигался в мою сторону. Он ходил и сопел, как очень толстый человек после пробежки. Остановился возле изголовья моей кровати и просто стоял и противно сопел. Я подумала, что это местный алкоголик как-то вошел в наш дом. Испугавшись, что он навредит моей маленькой сестре, я решилась его прогнать. Набравшись мужества, я обернулась, но никого не увидела. Никто не сопел. В панике я вышла на террасу, нервно закурила и проверила засов двери. Все было в порядке, а рядом с дверью мирно спала моя собака. Успокоившись, я зашла обратно в дом. Немного поразмыслив, я незаметно для себя уснула. Проснулась от странного ощущения, что на меня кто-то смотрит. Открыла глаза, а напротив меня белое старческое лицо. Понимаете, только лицо, без шеи и туловища, просто лицо. Оно будто нарисовано простыми линиями. Я моргнула, и он исчез. Понятное дело, я не уснула, так и просидела до утра. Потом, через год, я рассказала эту историю брату. Он сказал, что это был дух печки Ох-и-Чите. Сказал, что ему не понравилось то, что мы въехали в этот дом, не покормив и не осветив духа печки. Я перед тем, как въехать, покормила и осветила печку. Вроде все в порядке. А я у тетки спрашивала, она сказала, что, въехав в дом, не стала его освещать.